Здравствуйте! В эфире программа «Гвардия». 2026 год проходит под девизом «Единение народов России». Наши осетинские диаспоры, а их очень много и на территории нашей России, за ее пределами, везде очень высоко несут свою национальную сущность – осетины. И стараются с самой лучшей стороны представить себя за пределами родного города, родной республики. Сегодня мы лишний раз в этом убедимся. В студии у нас гости, которые приехали из Ставрополья и представляют Ставрополье, хотя по сути они наши осетины. Итак, заместитель начальника управления по взаимодействию с институтами гражданского общества аппарата правительства Ставропольского края Владислав Амиранович Колхидов. И председатель Ставропольской краевой общественной организации «Осетинское культурно-просветительское общество «Алания» Тамерлан Зелимханович Ватаев. Здесь же в студии люди, которых вы хорошо знаете. Это постоянные спикеры нашей программы «Гвардия». Чермен Таймуразович Мурашев, он представитель ассоциации группы «Вымпел». И Таймураз Джамалиевич Кокоев, общественный деятель, педагог. «Знай наших». Вот под таким девизом работают наши диаспоры осетинские. Я почему это хорошо знаю? Потому что делала программу, которая называлась «Притяжение Осетии». Мы долгие годы снимали наших осетин, рассказывали о том, как они живут, как они вписываются вот в тот край, куда их судьба привела. И везде они были на хорошем счету. Вот мы всегда об этом с удовольствием говорили, что наши люди нигде не затеряются. И я хочу, чтобы вот вы сейчас рассказали, какое место они занимают вот в Ставропольском крае, чем они занимаются, в каких направлениях. Я имею в виду экономику, и культуру. В общем, везде, где они обозначены. Что они с собой несут? На территории Ставропольского края проживает свыше 120 национальностей. Конечно, исторически так сложилось, что Ставрополье – это казачий край. В то же время у нас стоит и памятник, который поставил Тамерлан Зелимханович Ватаев осетинам-казакам конного дивизиона. И памятник стоит практически в центре, на очень таком знаковом месте. Сфера деятельности осетин на территории Ставрополья, она на самом деле огромная. Это и культура, это и бизнес, и много ребят, именно жителей ставропольчан, осетин, которые участвуют в специальной военной операции. И мне, как участнику СВО, прекрасно понятно, что происходит и на поле боя, как там ребята себя чувствуют, как взаимодействуют. И не зря говорят, что с теми людьми, с кем ты будешь на войне, с кем ты проживешь те сложные минуты, ты с этими людьми уже будешь до конца своих дней дружить, общаться, дружить с семьями. И сегодняшняя работа на территории Ставропольского края, большого субъекта, самого, наверное, большого на территории Северокавказского федерального округа, в очередной раз показывает, насколько у нас все выстроено гармонично и правильно. Ввиду проведения 2026 года, года единения народов, предложенное, это тоже стоит отметить, атаманом Всероссийского казачьего общества Виталием Кузнецовым и поддержанное президентом России, я скажу, что Ставрополье и, в частности, осетины впереди уже, наверное, многих регионов, потому что в прошлом году, в октябре месяце, мы провели под, опять же, идея Тамерлана Зелимхановича была провести фестиваль межнациональный, межконфессиональный, который является самым крупным на сегодняшний день на территории всей нашей большой родины России. Многие уроженцы Осетии, независимо от национальности и вероисповедания, еще с советских времен, заканчивая наши знаменитые вузы, это и горно-металлургический, медицинский, сельскохозяйственный, гуманитарный, они по распределению направлялись во все концы Советского Союза, а может быть даже и дальше. И вот там, где они останавливались, они показывали, в подавляющем большинстве показывая личное мужество, личный пример поведения и, как правило, в карьерном отношении, в хорошем смысле слова, они добивались успехов в работе и в трудовой жизни.
И вот то, что мы сейчас видим сегодня, у нас уже среднее молодое поколение. И это тоже результат того, что наши старшие, мудрые, даже в 90-е сложные, не ослабляли работу по тому, чтобы человек соблюдал свои традиции, астинские, кавказские. И все, что хорошее, они передавали нам. И сегодня я радуюсь, что и Тамерлан Зелимханович Ватаев, и Владислав Амиранович Колхидов, представители сейчас Ставропольского края, много лет и живут, и работают там, но все равно поддерживают связь с малой родиной. Есть те люди, которые достойно показывают пример. И в этот год вот единение народа в России, его даже называли в самом начале толерантное отношение. А почему слово «дружба»? Вы как-то ее вытесняли. Я думаю, простое обычное слово «дружба». И вот недавно в Ставропольском крае наши же представители Осетии, ну как сказать, живущие и работающие в Ставрополе, сделали очень большое, крупное мероприятие, международное. Его назовите фестиваль, но это фестиваль единения и разных национальностей, опять же, всех конфессий. По инициативе вот товарищей, которые у нас сегодня наши гости в студии, она создавалась и образована, и уже будет жить дальше. Может быть, вот это будет интересно, знаковое событие, потому что мы все жители Осетии, Южной, Северной, в Ставропольский край едем как к себе домой. В хорошем смысле слова, соблюдая приличия и соблюдая правила кавказского гостеприимства и так далее. Эти жемчужины Ставропольского края и России, и Советского Союза, это Пятигорск, Железноводск, Ессентуки, Кисловодск, Минводы. Ну, это, мы даже вот сейчас начинаем осознавать, насколько это важный регион. Вот это мероприятие, именно этот фестиваль дружбы народов в России будет проводиться ежегодно. Каждый год 25 октября в городе Кисловодске с помощью губернатора, с помощью министра спорта, руководства всего края, и Миннаца, и Минспорта. Теперь оно будет ежегодным. Это бывает крайне редко, чтобы включали в ежегодный план такие вот предложения общественных организаций. Вообще идея, которая появилась у Тамерлана Зелимхановича, которая была реализована в городе Кисловодске, это вот город, который сейчас имеет особый статус, да, у всей страны. Это было проведено настолько масштабно, при участии большого количества и спортсменов, и общественных деятелей, и самое главное, обычных деток, которые видели, принимали участие. Естественно, это все имело такой очень блестящий даже итог и хорошую реакцию в обществе. Вышли с предложением поддержать и сделать данный фестиваль ежегодным. Тамерлан Зелимханович, я знаю о том, что вы взяли под крыло спортсменов и готовите их там, и они выступают достойным образом. Расскажите вот об этой сфере деятельности, о вашем участии. Осетинская ММА отчасти зародилась в городе Ставрополе. Это был 12-й год с Тебиловым Ибрагимом, чемпионом мира, трехкратным по ММА, с Илаевым Маратом, это тренер ребят, Тамерлан Кулаев, тот же Бикоев, еще молодой совсем парень, Азамат. И многие другие ребята приехали в Ставрополь. Жили мы все вместе в одном. Тренировались, завтракали, ужинали. Все мы делали такой одной братской, большой семьей. И вскоре, через 3 года после этого единения нашего, уже начали появляться результаты. Около 7 чемпионов мира было воспитано вот этим нашим общим кругом. Так получилось. И сегодня 3 человека с Осетии уже дерутся на очень серьезном уровне, выступают в Америке.
Это Бикоев Азамат, Сабеев и Сабанов, Батрас, Сабеев, Хетак. Отличные ребята, достойные, воспитанные. Вот буквально недавно провели мастер-класс в селении Коста-Хитагурова на территории Карачаево-Черкесской республики. Также присутствовал с нами заслуженный тренер Вязаров Савелий по вольной борьбе. Детки были очень рады видеть такое скопление и чемпионов мира, и представителей власти. Владислав был Колхидов тоже с нами. И вот такие мастер-классы мы проводим регулярно. Тот же Сидаков Заурбек. У нас есть площадка в Ставрополе. Там проводятся и уроки танцев, и уроки языка. И все на бесплатной основе. И все детки, кто хотят изучить язык наш, те приходят и с удовольствием это делают. Хочется добавить, что сегодня это самый острый момент, то, что специальная военная операция большую помощь оказывает в виде гуманитарной помощи, в виде какой-то юридической помощи и всесторонне, чем они могут, а это ни от одного, ни от двух людей слышал, что, обращаясь к ставропольским нашим братьям, всегда они получают ту или иную помощь. Вы не только помогаете нашим ребятам на фронте, вы помогаете ДНР, ЛНР, у вас там конкретные связи, гуманитарная помощь. Вот давайте эту сторону вашего общения тоже осветим. Вот совсем недавно мы были, опять же, вместе с Владиславом Колхидовым, были в Луганске. Отвезли порядка 20 тонн груза. Еще с нами был наш товарищ, тоже представитель Рамзан Ахматовича Кадырова в Ставропольском крае, Ибрагим. И вот мы такой компанией поехали в Луганск. Заехали к чеченцам, все вместе, вот этой же компанией. Заехали к осетинам, заехали к казакам. Вместе встали в ряд и таскали ящики. Вот все мы вместе. Еще с нами присоединился к нам зам командира Ахмат Шарип. Тоже такой замечательный парень. Тоже таскал ящики с нами. Потом мы заехали в госпиталь к нашему Хашби, уважаемому нашему главврачу. Потом мы заехали в первую больницу Луганскую, к Вагиной Юлии. Тоже разгружали, тем же составом разгружали ящики, вот привезли помощь. И вот такие, конечно, визиты, во-первых, укрепляют отношения между нами, всеми представителями в Ставропольском крае, разных республик, национальностей и вероисповеданий. Но когда видят там наши бойцы воочию, вот те же больницы, те же раненые ребята, когда мы таскаем ящики, конечно, это до мурашек приятно бывает. Владислав, хочется, чтобы вы вот отметили наших ребят. Вы же там были на передовой. Как они там держатся, в чем нуждаются? Вы информация, ну, что называется, из первых рук. Я сразу скажу о том, что, вспоминая 22 год, когда мы только создавали тогда еще батальон «Терек», казачий, добровольческий, идея создания была у нашего полномочного представителя президента в Северокавказском федеральном округе Юрия Яковлевича Чайки. И наша задача была этот проект реализовать по максимуму. Буквально еще до мобилизации добровольцы были это русские, казаки и осетины. Вот первые, с кем мы заходили, и, конечно же, ставился вопрос о снабжении. Юрий Яковлевич подключил многие ресурсы, и батальон, тогда еще батальон, потом уже бригада, ни в чем не нуждалась. И не для красивого словца, но скажу, что, вспоминая те годы и сейчас, очень высокую планку поставил губернатор Ставропольского края Владимир Владимирович, который на территории всех
новых 4 субъектов оказывает огромную гуманитарную миссию, оказывает поддержку всем бойцам в определенных специальных средствах, в даже простых продуктах, вода, которая необходима. Я знаю, что наш губернатор взаимодействует со всеми главами не только Северокавказского федерального округа, но и других субъектов. Но, конечно же, СКФО – это большая семья, и главы субъектов дружат, общаются, не побоюсь этого слова, скажу, как родные люди. Мы знаем, что большое количество разных национальностей, представителей, которые проживают на территории Кавказских минеральных вод, кто имеет там, бизнес, и даже простые люди, которые просто сидят и вяжут носки, чтобы передать бойцам. Вот это, наверное, и есть то единение, о котором говорил и говорит президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Сегодня в тех подразделениях, в которых мы были, о которых сказал Тамерлан Владимир Михайлович, и о тех, где мы бываем в других субъектах, я вам скажу, что очень много всего, что есть уже. Конечно же, такие средства защиты, средства работы, это коптеры, они нужны. Это нужно понимать, что дорогой, но расходный материал. Их много никогда не бывает. Плюс нужны те специалисты, которые могут работать с этими БПЛА, также прошивать их правильно, обслуживать. Это тоже нужно делать. И таких умов у нас хватает. Вот буквально вчера, мы когда с Тамерланом Михайловичем ехали в Владикавказ, мне позвонил мой сослуживец, который сейчас находится на передке, отвечает в том числе в Тереке за основную часть работы БПЛА. И он, для них самое важное – это внимание. Он говорит, ты давно мне не звонил, хотя мы созванивались буквально там, дней 5 назад, от силы неделю. Поэтому человеческое общение – это самое главное. А межнациональный, межконфессиональный диалог, он имеет особую такую добрую и даже доброе такое отношение друг к другу. Вот что самое главное для ребят на передке. Вот вы говорите о контакте. Им важно, чтобы мы о них знали. И нам. Это и есть единение. Вот расскажите о наших ребятах. Ставропольский наш тоже осетин, Тимур Цхавребов. Достойнейший парень. Несколько у него госнаград подписаны также президентом Российской Федерации. Вот сейчас, на сегодняшний день, он снова уехал. Он возвращался с ранением, у него серьезное ранение глаза, но это его не остановило, и на сегодняшний день он опять находится там, на передовой. Ну, нельзя не сказать о нашем Анатолии Ильиче Бибилове, которого мы видели и в этот раз поездки нашей. 23 февраля нам удалось поздравить ребят и увидеть его. Это замкомандира корпуса добровольческого. Это глыба, можно сказать, это наша легенда, гордость наша. Громадное доверие ему оказано. Можете себе представить, больше 100 тысяч человек в подчинении. То есть он прошел такой путь и был и ранен, и в Южной Осетии себя показывал достойно. И, будучи президентом Южной Осетии, сделал очень-очень много. Если касаться опять спорта, то тот же Тибилов Ибрагим стал чемпионом мира, выступая за Южную Осетию. То есть даже спортсменам он предоставлял все условия. Вот для нас важно каждое имя. Очень хочется, чтобы они знали, что тут нет равнодушных людей. Кто что может, кто-то носки вяжет, кто-то письма, дети пишут, стараются, пенсионеры, молодежь. Все вот эти силы направлены туда, чтобы им помочь, чтобы им там было легче. Потому что мы все-таки понимаем, где они находятся, между жизнью и смертью, между войной и миром. И за что они воюют, мы тоже понимаем. 4 февраля вышла программа нашего большого друга Осетии Захара Прилепина, который от корки до корки рассказал свое отношение, видение об Остинах, да, сделал экскурс от скифов, аланов, сарматов и
продолжил Великую Отечественную войну, да, как героически сражались в те годы, как героически сражаются сейчас наши ребята в зоне специальной военной операции. И вот это отношение людей, которые знают Остин, да, это, наверное, большой показатель того, ну, кем мы, наверное, на самом деле являемся, да, и даже вот название его передачи, да, там «Братских народов союз вековой» и «Загадка Осетии». Постоянно на любых площадках телевизионных, на федеральных каналах, на радио волнах он всегда постоянно внимание Остинам уделяет особенное. И в том числе в зоне специальной военной операции также помогает и гуманитарной помощью. Его фонд Захара Прилепина очень, и батальону Алания тогдашнему сейчас. Он сам проходит службу, опять-таки же, второй раз же подписав контракт после тяжелого ранения, как многие знают. И вот просто вот в данном контексте было бы, наверное, преступлением не отметить его вклад. Я, между прочим, тоже смотрела программу Прилепина, где он рассказывал о героях осетинах, которые сегодня воюют вот на фронтах СВО. Знаете, меня что потрясло? Такие емкие, такие яркие рассказы, ну, наверное, 20 прозвучало фамилий, и такие истории, о которых я, например, даже не слышала. Истории – это подвиги, которые наши ребята, молодые мальчики вот из Осетии совершили на фронте. Я тоже понимаю, что он писатель, у него свои возможности литературные, но очень интересно он преподнес вот наших воинов. Параллель между еще царской Россией и современной нашей Россией, она показывает ту связующую нить истории, которая в очередной раз в сложные времена сегодняшние, когда проходит специальная военная операция, показывает, что остинский народ с гордостью называют народом-победителем и народом-героем. Повторюсь, страна у нас очень большая, многонациональная, но когда народы не разделяются, а наоборот объединяются, это такой высокий показатель, наверное, такой правильной идентичности россиянина. Совсем недавно в этой студии мы записывали программу, где были представители самого младшего поколения, в основном подростки. И они сказали о том, что у нас новый девиз появился: а пока мы едины, мы непобедимы. Я говорю, вообще-то это хорошо забытое старое, но прекрасно, что вы пришли к этой идее. И именно дети, подростки говорят о том, что нам нужна победа. Вот одна на всех. И на фронте, и в мирное время, и в экономике, и в культуре. Ну, мы рождены победителями и должны вот это реноме поддерживать. Всего вам доброго. До свидания. До новых встреч.